Это самая знаменитая больница Котенко 14. На улице Котенко, я по этой улице, вокруг везде такой бардак, равносильно, что приехали в какое-то захолустье, дороги до больницы нет совсем, от слова совсем. Сегодня сестра шамана ездила в больницу, к ним возила передачку. Приняли вещи, там тапочки. Еду вроде как не приняли, не возила она. Ну, тапочки взяли. Тапочки там. Вещи кое-какие. Дверь открыта. Вот пусть сюда пишут. Вот, друзья, короче, пишите вот сюда, вот все, абсолютно вся информация. С фото? Ну, смотрите, то есть посещение пациентов запрещено, передачки не принимаются с такого-то числа. То есть... Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по поводу одного пациента, здесь ли содержит? Информации пациента нет, просто новости. То есть вы не даете информацию? Нет информации, просто новости. До меня не доводят. Вот скажите только, здесь есть обсерватор? Есть, конечно. Есть, да? Есть, конечно. И там много людей? Ну, у вас же есть видеокамеры. У меня нет видеокамер на пациентов. До меня информацию пациент вообще не доводит. А так сказать не можете, Александр Габышев здесь или нет, да? Не знаю даже. Не знаете? Не говорят ничего. У меня по больным информации нет никакой. А с кем связаться по поводу этого вопроса? Там все написано, или не читали. Ага, то есть получается на этот сайт писать, да? Все, спасибо огромное. Так, друзья, короче, пишите вот сюда, вот все, абсолютно вся информация. Сейчас же карантин, сейчас вообще все удаленно идет. Спасибо. А вообще тут есть пациенты, да? Конечно, есть. Да. Ага. И нельзя ни передачки, ничего. Там уже написано. Вы сейчас стояли, или не читали. Да, читали, Да. стояли. Все пересадить пока. Пока эта ситуация не прояснится с коронавирусом, все так и будет сейчас. Спасибо. Я так понял, шаман на втором этаже. На первом этаже там парни лежат, созванивались, там разговаривали. Но он на втором этаже, по-моему, или наоборот, или парни на втором, а он на первом. Ну, шаман там с ними в одном здании, но они его даже не видели, короче, еще ни разу. Зайдя вовнутрь, мы увидели охранника, вот, диалог вставлю. Вот, охранник нам сказал, что мы передачки не принимаем с пациентами, вы не можете видеть, только все дистанционно через сайт. Короче, нас вежливо послали.